Друзья, всем привет! Сегодня у нас радостное событие. Прибыл мой мотор Шармакс транспортной компании. Сначала добрался он деловыми линиями до Ухты, потом с Ухты перегрузили. В общем, перевозка немножко потрепала, так сказать, упаковочку. Ну что, смотреть на упаковку, давайте смотреть вместе на содержимое этой упаковки. И сейчас мы увидим наш новый мотор. Поехали! О, вся упаковка расшаталась. Так, здесь, как мы видим, тоже вмятина на упаковочке. Но, надеюсь, сам мотор не пострадал. Так. И что мы видим? Вот, в принципе, и сам лодочный мотор Шармакс. Так, что у нас идет в комплектации? Это вот такой вот бензобак. 24 литра емкость этого бензобака. Паспорт лодочного мотора, руководство пользователя Шармакс 9.9. Есть еще модель SM15. Получается, две модели у этой фирмы. Так, паспорт. Что еще у нас есть? Вижу запчасти. Запчасти это у нас ключик 8х10. Свечной ключ, запасной шнур, отвертка универсальная плюс на минус, пассатижи. В принципе, сейчас откроем, посмотрим. Вот такая вот отверточка, плюсик-минус. Свечной ключик с ручкой для шнура, пассатижи, ключик 8х10 и запасной шнур. Так, что мы уронили? А мы уронили две прокладки, еще вот такие вот две прокладки и шплинт. Вот такой вот шплинт. Это ладно. Ложим все обратно сюда. Так, ну что? А, вот есть еще топливный шланг. Топливный шланг. Ну, в принципе, вот сам мотор. Сейчас достанем его. Так, я уже, в принципе, приготовил ему такой вот импровизированную стоечку. Это старая дверь от старого хлева. И давайте сюда закинем, чтобы было лучше видно. Так, вроде все держится. Все хорошо. Итак, вот установили мы на импровизированную стоечку наш мотор. Давайте первым делом проверим, сколько положений над уровнем воды есть у этого мотора. Так, поехали. Так, подожди, стоп. Вот так, наверное, да? Ага. Все, поднимаем. Раз. Вот так вот. Это по мелководью, если ездить. Поехали дальше. Два. Еще выше. И три. Три положения получается. Понятно. Так, обратно опускаем.
положение. Что у нас с передней части? Подойди сюда. И здесь мы видим кнопку подсоса, обогащение. Ну и сам, в принципе, реверс. Это получается у нас передний ход, нейтраль и задний ход. Кнопка стоп, аварийная ЧК, шнур. Здесь кнопки стоп у нас нет. Так, ручка газа. Полные обороты, средние на малых. Вот он даже как бы на полных обороты, если поставить, немножко приходит даже в среднее положение. Если отпустить, получается, ручку, обороты падают. Так, ну давайте посмотрим, что у нас находится под капотом этого мотора. Так, открывается. Так, снимаем капот. Капот пластиковый. Откладываем пока в сторону. Так, что мы видим здесь? Ну что, двигатель как двигатель. Стартер. Сейчас попробуем мы немножко провернуть. Так, на всякий случай уберем, чтобы искры не было. Трубочки у нас резиновые, проводка, фильтр. Ну, в принципе, все как у обычных лодочных моторов. Хомутиков только нет вот здесь. Не знаю, будет. Так, это у нас отвод воды получается, да. Это у нас отвод воды. Вода идет сюда, здесь выходит контролька. Контролька. Вот она сзади. Свечи, какие у нас здесь стоят свечи, сейчас посмотрим. Свечи у нас НЖК. НЖК BR7HS. Так, что еще у нас есть на этом моторе? Это вот такой вот приспособление для тросика, чтобы мотор, если упал с лодки, не утонул. Вижу вот на ручке резьбовое отверстие. Я так думаю, это можно приспособить здесь для рулевого управления. Поставить пластину, закрепить. И чтобы влево-вправо можно было сделать, допустим, для тросикового рулевого управления. Так. Кстати, вон, можно зажать, чтобы не откручивалось, можно зажать. Теперь вот ручка дросселя ходит туго. То есть это тоже получается регулируется вот этим винтом. Ну вот, в принципе, здесь и все. Что еще? Так, давайте посмотрим. Если масло у нас в редукторе. Так, сорвали. Сейчас смотрим внимательно. Боюсь, как бы не львануло. Есть масло, есть. Вижу, масло у нас есть. Затягиваем. Так, ну что, с маслом мы разобрались. Видим, что масло здесь есть. После обкатки зальем новые трансмиссионные масла в коробку. Посмотрим в паспорте, какие именно масла надо заливать. И зальем по паспорту все. Так, что еще? Вон здесь, иди покажи. Шильдик.
На шильдике у нас заводской номер SM9,9HS, какой там 23049. Made in China, да? Угу. Тогда просто Made in China, Approved. В общем, стандарт. Буковка А. Ничего по-английски не понял. Ну что, вот вкратце сам весь обзор. Ну и жара у нас наступила. Вот. Итак, ну что, наружный осмотр этого мотора мы провели. В принципе, ну, все как обычно. Мотор как мотор. Закрываем капот. Капот, конечно, закрывается немножко так неправильно. Вот так вот. Немножко по-интересному. Вот. Данный мотор можно заказать на сайте Global Drive. Скидочка по промокоду YouTube 5% на весь товар. Там кроме водомоторной техники также есть еще и мотоциклы, квадроциклы и многое другое. В общем, кому интересно, можете зайти. Ссылочку я оставлю в описании. Также оставлю ссылку в закрепленном комментарии. Скидка 5%. Также оставлю ссылочку на страницу на YouTube. И оставлю ссылочку на конкретно этот мотор. Вот. Скоро, очень скоро, как приедут масло для разбавления бензином, мы будем пробовать, проводить испытания этого мотора. Первый запуск, обкатка и все такое. Конечно же, я буду держать в курсе событий. Мне самому интересно. С таким мотором я сталкиваюсь впервые. Так что будем знакомиться вместе. Ну как-то вот так. Первое знакомство с Шармаксом мы провели. Остались, в принципе, приятные впечатления. Я так думаю, такие впечатления нас будут ожидать в дальнейшем. Дай бог долгой службы этому мотору. А как мы будем эксплуатировать, мы, конечно же, будем держать вас в курсе всех событий. Ну а теперь, по славной русской традиции, надо обмыть это дело, чтобы работал долго и без происшествий. Поехали!